эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. В рамках проекта формирования комфортной городской среды в текущем году в Якутии запланировано благоустройство 83 объектов на сумму более 330 миллионов рублей. Об этом сказал первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников в ходе Всероссийского селекторного совещания в режиме видеоконференц-связи у замминистра строительства и ЖКХ России Андрея Чибис. В текущем году в Якутии запланировано благоустройство 83 объектов, в том числе 71 объект дворовой территории, 11 объектов общественного пространства и 1 парка. Получателями субсидий является 21 муниципальное образование. Общая сумма, предусмотренная на реализацию проекта, составляет 330 миллионов 63 тысячи рублей, сообщил Колодезников. Андрей Чибис отметил, что исполнение проекта в целом по России выглядит лучше, чем в прошлом году. Законтрактованность составляет почти 100%. Исполнение работ в среднем по стране выше 66%, сказал представитель Минстроя России. Тем не менее, с учетом реализации проекта второй раз министерство рассчитывало на более эффективную, качественную и своевременную реализацию со стороны субъектов России. «Газпром» построил 95% газопровода «Сила Сибири». В частности, было сварено и уложено 2064 километра труб от Якутии до российско-китайской границы. На базовом для Якутского центра газодобычи Чаиндинское месторождение завершено бурение 127 эксплуатационных газовых скважин. Выполняется монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле. Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода, важного элемента технологической цепочки поставок газа по Силе Сибири. Полностью выполнен план навигации этого года. Морским и речным транспортом на строительную площадку доставлено 58 единиц крупнотоннажного и габаритного оборудования. Напомню, что ввод в эксплуатацию газопровода планируется до конца следующего года. Якутскэнерго за 9 месяцев текущего года увеличила производство электрической энергии более чем на 15%. Выработка электрической энергии станциями составила свыше 3 миллиардов киловатт в час, при плане в 2 миллиарда 981 миллион киловатт в час. Выполнение плана по объемам производства электрической энергии за 9 месяцев составило 101,2%. Увеличение выработки электрической энергии обусловлено ростом объемов электропотребления в западном энергорайоне, объектами компаний «Транснефтьэнерго» и горнорудной компании «Угахан». Жатай получит 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о премировании победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Поселок Жатай, занявший 3-е место, получит 1 миллион 520 тысяч рублей. Объем каждой премии варьируется от 480 тысяч до 3 миллионов 800 тысяч рублей. Те средства, которые выделены, естественно, они наверняка, я думаю, пойдут на обустройство территории, но решение мы будем принимать вместе с представительным органом, нашими депутатами. Поэтому я думаю, что они будут использованы на благое дело. Высокоскоростной интернет дошел до села Эргёлях Намского района Якутии. Село расположено в 65 километрах от районного центра Намцы. Началось тестирование сигнала. В селе Эргёлях проживают 273 человека. С приходом высокоскоростного интернета качество жизни села заметно улучшится. Напомним, что пропускная способность линии связи составит 1 гигабит в секунду, сказано в сообщении правительства республики. Технический центр телерадиовещания готов перевести на оптику местные организации, объекты образования и органы местного самоуправления. Также на оптику будет переведена местная базовая станция Wi-Fi для предоставления услуги беспроводного доступа в интернет. Проекты ЦТР по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи «Кобяйский экспресс» уверенно движется по намеченному маршруту. Следующим пунктом назначения является село Хонгорбие Намского района. Всего благодаря Кобяйскому экспрессу широкополосным интернетом будут обеспечены почти 5000 якутян.
Фонд развития Якутска предоставляет микрозаймы под 7% годовых предпринимателям. Начинающие предприниматели могут воспользоваться суммой до 500 тысяч рублей. Для них действует пакет «Бизнес-старт». По направлению бизнес-развития максимальная сумма составляет до 3 миллионов рублей. Микрозайм предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев. Займ является целевым. Фондом осуществляется проверка, мониторинг и контроль над деятельностью заемщика, состояние залога в течение действия договора займа. Полярные авиалинии с 1 ноября будут предоставлять скидку пенсионерам до 20% от действующих тарифов на покупку авиабилетов на регулярные рейсы зимнего расписания. Такое решение приняло руководство авиакомпании. Если билет по маршруту Якутск-Сангар обходился в сумму 14 тысяч рублей, то с ноября для пенсионеров он будет составлять 11 200 рублей. Размер скидки будет варьироваться от тарифа дня, говорится в сообщении авиакомпании. В авиакомпании напомнили, что полярники выполняют регулярные пассажирские рейсы по 23 межулусным и более 130 внутриулусным направлениям. Это более 100 населенных пунктов республики, включая отдаленные арктические улусы. На выставке ярмарки «Рыба Якутии-2018» реализовано около 50 тонн свежей рыбы. Выставку-ярмарку посетило около 27 тысяч человек. Всего приняло участие 25 организаций. Сельскохозяйственные кооперативы из улусов республики и рыбоперерабатывающие компании Якутска представили различные виды рыб – чир, нельма, омуль, муксун, осетр, щука, тугун, налим, пеледь, ряпушка и карась. Выставка-ярмарка «Рыба Якутии» стала ожидаемым мероприятием, и теперь с учетом востребованности населения она стала проводиться 3 раза в год. В марте ко Дню Арктики, в октябре по итогам летне-весеннего улова и в декабре перед новогодними праздниками. Основная цель данных мероприятий – это создание условий для обеспечения населения свежей рыбой по доступным ценам путем прямого доступа потребителя к рыбодобывающим хозяйствам. Мы намерены продолжить работы по данному важному направлению, отметил председатель Госком Арктики Прокопий Николаев, подытоживая мероприятие. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России, на вторник вырос на 37,41 копейки до 75 рублей 4 копеек. Курс доллара увеличился на 17,84 копейки до 65 рублей 81 копейки. Следует из данных Банка России. У меня на этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.